Что касается проблемы водоснабжения в регионе, то вопрос этот действительно многолетний, и решать его необходимо комплексно и по возможности оперативно. Основной причиной этой ситуации специалисты считают высокую изношенность сетей и глубинных скважин. Их возможностей сегодня недостаточно, и своими силами с таким положением дел не справиться. Глава республики представил региональный проект по улучшению водоснабжения на федеральном уровне и нашел поддержку у главы государства. Слово Ирине Цичуевой. Своими силами власти республики поэтапно решают проблемы с водоснабжением, заменяя насосы, устанавливая более мощные. Но этого мало, ведь здесь проблема больше в изношенных старых трубах. Водопроводные сети аж советского периода, поэтому не странно, что под сильным напором воды происходят порывы. Налаживание водоснабжения в регионе идет усиленными темпами. В Назране 128 тысяч водопроводных сетей находится в ветхом состоянии. 15 километров уже отремонтировали. В планах ремонт еще 40 километров. Ремонтные работы начались сегодня по улице Тангиева. Выкопали яму, чтобы заменить определенный километр труб. Выяснилось, что менять нужно больше. Дома построили, к этим подводящие сети, их необходимо менять. В ветхом состоянии у нас находятся водопроводные сети. Вот вы видите, вот мы меняем сейчас вот эти водопроводные сети. Это по улице Тангиева города Назрань. Мы начали менять половину. Потом выясняется, еще дальше идем, дальше прорыв, дальше начали копать. Ну, сейчас пришли к мнению до конца его поменять, около 800 метров. До позднего вечера работала бригада Ивплиева. Для обеспечения сельского поселения питьевой водой власти республики заменили 7 водозаборных насосов, включая центральный. Почти 6 тысяч кубометров в сутки. Таков объем подаваемой воды. Однако до всех она еще не дошла. Проблема здесь во многом, как говорят специалисты, старая система водопровода. Задвижка лахтохче, задвижка жережмо, массанала от колодца долуш, задолуш. Ярик задвижка же еха, хутезыш. Шезер задвижки по городу Назрани. Проблему с водоснабжением глава Ингушетии обсудил в Минстрое России. Заместителем руководителя ведомства Юрием Гордеевым Юнусбек Евкуров отметил, что нехватка воды особенно ощущается в летнее время. На ситуацию влияет изношенность водопроводных сетей и прирост населения. И без помощи федерального центра эту проблему не решить. Чуть позже руководитель субъекта на встрече с Владимиром Путиным проинформировал о ситуации с водоснабжением. Глава Ингушетии отметил, что если раньше глубина скважин соответствовала нормам региона, то теперь совершенно другие глубины, и вода истощается. Своими силами республика делает все возможное. Юнусбек Евкуров попросил поддержать проект по ремонту. Владимир Путин одобрил. Письмо написал по водообеспечению населения республики, потому что это крайне болезненная тема. Да, мы 3-4 года назад сняли проблемы, но сегодня есть ряд населенных пунктов, докуда, во-первых, сети изношенные, во-вторых, добыча воды. Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня уже совершенно другие глубины, потому что вода тоже там истощается. Поэтому просил бы поддержать этот проект. В Ингушетии строятся новые социальные объекты, многоквартирные дома, растет демография. И при таком раскладе, конечно, необходимая соответствующая инфраструктура. Старые изношенные сети не способны выдержать такую нагрузку. Потихоньку, то, что в наших силах возможность, мы меняем эти трубы. Но, тем не менее, это широкомасштабно республиканская программа должна быть, чтобы полностью менять эти водопроводные сети. У нас порядка 2100 километров сетей. Из них, по нашим подсчетам, практически 60% сетей нас требуют замены, ввиду того, что они изношены. Некоторые участки, особенно в старых частях этих населенных пунктов, прослужили уже 50-60 лет. Естественно, они требуют замены. Отсюда, в общем-то, у нас и порывы, и то, что при повышении давления эти сети не выдерживают. Ну и главное, это почему это все произошло. Населенные пункты разрастаются. Вот вырос Магаз, расширился значительно Назрань, Малгобек, Карабулак. Сейчас мы из Орджоникидзевска, у нас город Сунжа, опять городскую инфраструктуру нужно делать. В то время как жители некоторых районов республики оставались без воды, по поручению главы Ингушетии водовозы каждый день доставляли необходимое благо. За один рейс 14,5 тонн
воды. Мы развозим вот на КАМАЗе водовоз. День мы, можно сказать, с 6 утра допоздна, до часа, до 2 ночи мы возим. Именно по Карабулаку, большинство Плиева развозим воду. План по масштабной реконструкции водоснабжения одобрен, а значит, скоро начнутся ремонтные работы. Власти республики с помощью федерального центра сделают все, чтобы поставить точку в проблеме нехватки воды. Лина Цычоева, Гапурчах, Киев, Новости 24.